Ассаламу алейкум, туркменстанцы и туркмены мира. Ассаламу алейкум, азизильдашлер. С вами я, Хадыров Какамрат, один из лидеров демократического выбора Туркменистана. Как вы знаете, недавно Туркменистан посетила комиссия ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения. И она сделала предварительный пресс-релиз, в котором сказала, по данным, которые предоставило Туркменское министерство здравоохранения, мы не обнаружили COVID-19. Это что означает? Это означает, что Туркменистан стал очередной раз чемпионом мира по перформансу, то есть по представлению. Если вы помните, в Ашхабаде была сель, они организовывали репортаж женщин на мирах, они говорили, «Йо, бізді гуляла гулю, сузат аканок штайда». И дома они проседают. Точно так же комиссии ВОЗ был заранее оговорены маршруты и в какие больницы они должны посетить, а предварительно в этих больницах людей отправляли домой, показывали полупустые палаты. И теперь я хочу обратиться к тем, кто носит погоны в Туркменистане. А вы знаете ситуацию истинную в Туркменистане, что происходит. Это Министерство обороны, Министерство национальной безопасности, прокуратура, там, МВД, там, миграция, там, налоговики, там же все в погонах ходят. Я просто удивляюсь. Я просто к вам хочу обратиться, потому что вы знаете истинную ситуацию, что происходит в Туркменистане. Вы что думаете, COVID-19, коронавирус обойдет ваши семьи стороной, что ли? Нет, не обойдет. Я уже знаю, что в ваших семьях уже есть мертвые люди, уже умершие. Теперь вам вопрос, ради чего вы работаете? Ради кого? Ради этого государства, который не заботится о ваших семьях? Вы с чем будете жить? Если у вас семьи нет, если у вас жена умерла, дети умрут. Что? Как вы будете с этим жить? Вы служили этому государству, в котором президент нелегитимно, опять-таки повторяю, не заботится не только о государстве и о своих гражданах, но даже о вас, которые верно служат ему. Не буду говорить, как кто. Делайте выводы. Во всех частях цвета Туркменистана, кто туркмены есть, получает информацию, что родственники умерли. Сегодня мне с Турции позвонил парень. Он сказал, мать похоронили 3 дня тому назад. У него сердце кровью обливалось. Я чуял это. Потому что у меня такая ситуация была. Мы не могли своих близких похоронить. Мы не могли просто bize şart koymadılar. Sebebimizden yurdumuzu uğurladılar. Потому что у нас украли родину. Нас лишают. Как может этот нелегитимный президент так ненавидеть? Он думает, что все обойдется? Нет. Так же Жадан и Храмов. Я вам тоже говорю. Вы что думаете? Вам это не аукнется, что ли? Нет. Аукнется, еще как аукнется. Потому что это есть элементы геноцида. В стране, в которой президент не объявляет чрезвычайную ситуацию перед всемирной пандемией. Все страны объявили. Это значит, что он намеренно уничтожает народ. Если не объявляет нормы санитарии, то есть маски одевать, перчатки делать, это значит, что он преступник, которого должны судить в Гааге. 3 месяца тому назад была эта болезнь объявлена. Почему Туркмения не имела подготовки к этому? Почему наши фабрики швейные не шили эти маски? Потому что он намеренно уничтожает народ. Обычно, необычно, демократический выбор Туркменистана всегда за мирный переход власти. Всегда. Но в этой ситуации, это чрезвычайная ситуация. И мы говорим, призываем, мы не призываем, мы просто говорим, мы вас поддерживаем, потому что у нас в чате уже давно были дискуссии, что надо выходить на митинг
в Стамбуле перед зданием консульства. Так вот, мы вас поддержим, наши сторонники демократического выбора Туркменистана. В воскресенье на станции Яшилькой, где консульство находится, с часу до 3 часов стамбульского времени будет митинг. Приходите с перчатками, с масками, соблюдайте нормы санитарии, метр друг от друга. И обратите внимание властей Турции на это. Соберитесь большим количеством. Пусть Турция надавит на Туркменистан. Это что-то такое? Президент, который не заботится о своем населении. В Индии лежат люди. Уже 3-й месяц. Он их не забирает. В Индии правительство даже попросило правительство Туркмении: заберите заключенных. Он проигнорировал. В Турции лежат наши земляки. Турецкое правительство заботится о них. А этот не заботится. Он на рыбалке рыбу ловит, позер несчастный. И теперь еще одно обращение для туркменистанцев. В воскресенье и другие дни выходите. Выходите, требуйте отставки этого правительства. Отставки президента выходите. Требуйте. Перед площадью, президентским дворцом, там палаты огромные. Там даже лучше, чем в ваших домах. Захватите это все. Мы, демократический выбор Туркменистана, вас поддержим в этом. Если надо, попросим правительство европейских стран организовать нам чартерные рейсы. Мы будем к вам. Мы прилетим к вам, вернее. Поднимитесь. Захватите эту власть. Захватите страну. Не нужен нам этот мед. Трутень, вернее, по-русски. Türkmençesi möd. Gerekten şu adam bize. Tohumu veren gerekten. Спасибо всем за внимание.